Добрый день, уважаемые коллеги. Можно подключать всем видео, чтобы мы могли друг друга видеть. На данный момент у нас подключилось 25 участников нашего сегодняшнего круглого стола. Всем хорошо видно, слышно меня, уважаемые коллеги? Хорошо видно, слышно. Доброе утро. Ага, спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые депутаты, коллеги и участники круглого стола. Сегодня мы обсуждаем проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. На нашем сегодняшнем круглом столе принимают участие депутаты районного совета, главы и депутаты муниципальных образований нашего улуса, также наши народные депутаты Дмитрий Александрович, Государственное собрание Ултумен, Дмитрий Александрович Семенов, Аркадий Анатольевич Семенов, Иван Иванович Сливцов, Алис Забидович Мамедов, также и руководители исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия Петр Николаевич Черемкин и Василий Васильевич Сапсай. У нас вот этот законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти был рассмотрен и принят на первом чтении 25 января на пленарном заседании в Государственной Думе. Все мы это знаем, слышали, наверное, видели. Этот законопроект предлагает переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой. Он также регулирует все вопросы местного самоуправления и состоит из 11 глав и 89 статей. На данный момент я считаю, что назрела необходимость реформы местного самоуправления как общественно-политического института. Как вы знаете, наш 131 федеральный закон, который вот регулирует местное самоуправление, по которому мы вот до сегодняшнего дня работали, да, был принят в 2003 году и имеет большое количество правок и изменений. Дополнение вот в него вот за эти годы вносилось примерно 186 раз. На данный момент по всей республике, по всей стране, в каждом районе идет активное обсуждение этого законопроекта реформы местного самоуправления. И мы, депутаты районного совета, еще 29 декабря 2021 года тоже рассмотрели этот закон на очередной 33-й сессии районного совета депутатов. Это на сессии. Также 10 января депутаты районного совета приняли участие на уровне совета глав нашего улуса, приняли, тоже обсудили, рассмотрели и свои предложения мы внесли от имени улуса. Вот в статье 19 решили вот поддержать этот законопроект и в статье 19 оставить только первую из трех представленных моделей, где глава муниципального образования муниципального округа избирается прямыми выборами населения. Также вот буквально на днях, 1 февраля, я принял, уважаемые коллеги, Елена Васильевна, надо выключить микрофон. Буквально вот 1 февраля на днях я принял участие на круглом столе, где вот тоже обсуждали этот вопрос, рассматривали, где принимала участие депутат Государственной Думы от нашей республики Галина Иннокентьевна Данчикова, наши народные депутаты Государственного собрания Ултумен, председатель районных советов, тоже такое. И на основании вот всех предложений тоже свои предложения в Государственную Думу будут внесены. Мы вот сегодня вот это обсуждаем, пригласили наших народных депутатов и также, которые выступят перед нами. Мы обсудим, рассмотрим этот вопрос. Но перед тем, как начать наш круглый стол, разрешите огласить регламент нашего проведения круглого стола. Выступление не более 10 минут, вопросы не более 1 минуты,
Ответы на вопросы не более 3 минут. Согласимся, уважаемые коллеги? Согласимся. У нас время до 11, вот, потому что там в 11 у нас в администрации УЛУСа тоже свой ВКС будет. Ну, пожелаю нам всем с вами сегодня конструктивной и плодотворной работы, проведения круглого стола. Хочу предоставить слово заместителю председателя постоянного комитета Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия по государственному строительству и местному самоуправлению Дмитрию Александровичу Семенову. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Доброе утро, дорогие коллеги. Слышно меня? Да, слышно. Ага. Включайся в распродажу с ценой. Купи то, что давно хотел. Со скидкой. Отключитесь, пожалуйста. Видео. Вы знаете? Слышно, да? Уважаемый Анатолий Петрович, уважаемые коллеги, сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Но этот законопроект уже, как Анатолий Петрович сказал, он уже принят в первом чтении. Мы, республика, скажем так, все, кто работает по этому закону, значит, вы, депутаты на местах, мы, депутаты республики, органы исполнительной власти, очень, скажем так, плодотворно и активно поработали вот за короткий период. Этот законопроект поступил в парламент республики 22 декабря 2021 года. И тут же, буквально в тот же день, было издано распоряжение спикера нашей Государственного собрания Алексея Ильича Еремеева, создана рабочая группа. Сразу же, вот буквально в тот же день, данный законопроект был роздан, направлен в Общественную палату республики, Совет муниципальных образований, Ассоциацию представительных органов местного самоуправления, главам представительным органам поселений, районам и городским округам. Также Конституционный совет республики, Конституционный совет при парламенте республики. Ну и начались общественные обсуждения. Наш район тоже очень активно работал. Я хочу поблагодарить Анатолия Петровича, потому что мы успели уже внести свои поправки, но вот после сегодняшнего обсуждения тоже, возможно, у нас появятся новые поправки. Поэтому действительно нам надо сегодня конструктивно поработать. Ну, председатель комитета Владимир Михайлович Прокопьев, он в последних числах декабря дал очень хорошее пространственное интервью с разъяснением основных вопросов законопроекта. 10 января на заседании Постоянного комитета Государственного собрания по вопросам коренных малочисленных народов Севера и дела Арктики народные депутаты и главы национальных наследов обсудили проект закона. Тут у нас отмечаем, что муниципальное образование, которое относится к арктической зоне Российской Федерации и территориям традиционного природопользования, требует особого подхода с учетом географических и климатических условий. Поэтому данная поправка у нас тоже будет учтена во втором чтении законопроекта Государственной Думы. Ну, во всех УЛУСах районах республики прошли детальные обсуждения, где мы все приняли очень активное участие. И на расширенном заседании Постоянного комитета Государственного собрания Ултумен по государственному строительству и местному самоуправлению 14 января 2022 года приняли участие не только члены комитета, но общественники, эксперты, ну и наши главы муниципальных образований. Я хочу отметить вот Евгения Николаевича Григорьева, мэра города Якутска, Егора Петровича Жиркова, эксперт, он был депутатом Госдумы, депутатом Госсобрания, министром, руководителем администрации президента республики, Сергея Августовича Чульского, член Общественной палаты, Макара Макаровича Яковлева, доктора юридических наук, профессора СВФУ, ну и другие лица.
рассмотрев и обсудив законопроект, комитет принял и предложил Государственному собранию концептуально принять проект федерального закона. И 17 января Государственное собрание приняло постановление поддержать концептуальный проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Ну, хочу тут прокомментировать, да, мы, как Государственное собрание, если хотим, республика, если хочет работать вообще с федеральным законопроектом, то мы должны давать оценку, или поддерживать, или не поддерживать. Если бы республика не поддержала, то мы уже не имеем права вносить свои поправки. Поэтому вот наша республика, в лице Государственного собрания, очень активно работает с федеральными законами, поэтому вот все федеральные законы, которые как-то относятся к нашей жизни, мы обязательно рассматриваем и отрабатываем Государственной Думой с нашими депутатами Государственной Думы. Поэтому вот концептуальная поддержка, я говорю, что мы начали работать с данным законопроектом. Надо отметить, что в ходе общественных обсуждений на расширенном заседании было внесено 86 предложений, замечаний к проекту данного закона. Из 86 замечаний, предложений к законопроекту, вот 46 предложений предложено администрациями и представительными органами муниципального образования республики. Это говорит об большой ответственности наших муниципалитетов. В том числе 4 предложения поступили 27 декабря от районного совета депутатов муниципального района Хангаласской УЛУС. Это ваша работа. Также общественники предложили 30 поправок. Вот 10 поправок от народных депутатов. Наиболее активно внесли предложения Тактинский и Оленевский УЛУС. По 10 предложений. Поселок Гальдикян Устмайского УЛУСа 7 замечаний внесло. Николай Дмитриевич Кириллин, общественник, внес 7 предложений. Это значит, в обсуждении законопроекта участвовало все население нашей республики. Я надеюсь, что все замечания, предложения будут осуществлены. Нам надо всем спешить, потому что 10 февраля запланировано расширенное заседание постоянного комитета режима ВКС, и мы должны в этой расширенном комитете тоже внести свои поправки. Вот у нас срок буквально осталось там несколько дней. Но не только у нас в республике, но по всей России, по нашей стране идет обсуждение данного законопроекта. Законопроект новый, поэтому внесено очень достаточно много поправок. Например, вот Союз российских городов не согласен с тем, что органам местного самоуправления вменено обеспечение доступности медицинской помощи, в то время как вся система амбулаторной и стационарной медицинской помощи давно передана в компетенции региона. Есть вопросы по статье 32 проекта закона, значит, это у нас по полномочиям. Вот, наверное, Василий Васильевич нам прокомментирует эту ситуацию. Вот там тоже такие спорные вопросы есть. Далее, вот буквально вчера Госсовет Татарстана внес уже первые поправки в Госдуму, не первые попадали, они включили 13 предложений. В основном они связаны с техническими нюансами реформы, потому что там как раз все наши вопросы в основном упираются в технической части данного законопроекта. Поэтому вот Госсовет тоже такие очень хорошие предложения внес Татарстана. 1 февраля в Свердловской области обсудили вопрос со своим депутатом, председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Это тоже автор законопроекта. В этой встрече Павел Владимирович признал, что принятый в первом чтении документ вызвал дискуссию в обществе и обнажил такие вопросы, которые вот надо решать. Вот как раз вот там он, например, идею продлить полномочия избранных глав и депутатов, у которых у нас на каждой встрече возникает, он прямо вот Крашенинников сам озвучил буквально. И мы, скорее всего, буквально сегодня, завтра узнаем уже, как будет действительно судьба тех глав депутатов, которые вот в этом году будут избраны. Мы буквально узнаем.
Ну, вообще, надо сказать, что проект закона направлен на развитие норм, закрепленных в ходе прошлогодних изменений в основной закон нашей страны, Конституции Российской Федерации, одно из направлений которых построена единая система публичной власти, федеральное, региональное и местное самоуправление. Проект уточняет компетенции органов местного самоуправления, что позволит покончить с путаницей при распределении полномочий между субъектом и муниципалитетом. Законопроект усиливает ответственность глав муниципалитетов перед руководителем региона. Вот эти вопросы все равно возникают, но мы действительно должны работать с данным законопроектом. Действительно, жизнь меняется. Вот Борис Петрович, наверное, это историю 131 закон очень хорошо знает, наверное, скажем, он сегодня с нами поделится. Какие были там трудности при переходе на другой уровень, вот уровень у нас был, а сейчас, когда переходим на один уровень, мы возвращаемся как бы в прошлое, но тем не менее это уже не прошлое, это уже, наверное, лучшее будущее, потому что будут учтены все те вопросы, которые вот раньше как-то не рассматривались. А наша с вами задача, в основном, я считаю, довести до наших граждан, что беспокоиться нет причин. Мы действительно закон и те вопросы, которые по территориям, по именам, по наследиям не затрагивает. Там у нас только перераспределение функций у руководителей. Тут получается, вот мы будем менять статус глав поселений. Изменяется статус поселения. Но граждане в конечном итоге получат более качественную, скажем так, работу власти на местах. Поэтому я считаю, все ваши предложения, которые у меня собраны, есть и замечания, есть и опасения, все будут учтены. Мы, надеюсь, до 10 февраля успеем подать в Государственное собрание Тюмень наше предложение. Анатолий Петрович, поэтому вот очень после окончания нашего вот круглого стола хотелось бы очень быстро оперативно собрать и в установленном порядке подать предложение в Государственное собрание. А я со своей стороны уже в Тюмени со своими коллегами Аркадием Анатольевичем, Ализой Нитаглы, Иваном Ивановичем будем отрабатывать, чтобы наши предложения вошли в те поправки, которые войдут на второе чтение. Ну, вкратце у меня все. Хочется пожелать всем здоровья, берегите себя. Кто вакцинирован, вот это пройдите вакцинацию. Ситуация такая сложная, вот, здоровье это самое главное. Ну, еще хотелось бы отметить и поздравить наших земляков. Вот наш земляк Леонид Николаевич вчера был назначен министром спорта. Хотелось бы пожелать Леониду Николаевичу успешной плодотворной работы в новой стезе. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Александрович, что рассказали про новый законопроект. Мы действительно сегодня по поступившим предложениям сформулируем, запротоколируем, сформулируем и буквально, может, сегодня, может, в понедельник вам предоставим все наши предложения, вот, которые поступили в ходе обсуждения, рассмотрения нового законопроекта по реформе местного самоуправления. Уважаемые коллеги, хочу предоставить слово Василию Васильевичу Сапсаю, заместителю исполнительного директора Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциации межмуниципального сотрудничества. Василий Васильевич стоял у истоков развития и организации местного самоуправления в нашей республике, как наш самый главный эксперт, можно сказать. Пожалуйста, Василий Васильевич. Спасибо. Но теперь чуть ли не похоронную команду приходится возглавлять, да, чтобы похоронить двухуровневое местное самоуправление. Но, уважаемые коллеги, вот очень правильно и считаю поблагодарить организаторов за то, что столь пристальное внимание уделяете проекту закона. Это связано с тем, что
по сути, нет альтернатив. Нам с вами надо будет реализовывать этот закон. Наверняка что-то изменится после второго чтения, но концептуальные подходы, я уверен, что они в законе останутся. На что хотел бы обратить внимание, коллеги. Вот в настоящее время, когда законопроект официально принят в первом чтении, я считаю, что сейчас должна быть очень активная работа на местах. Мы с вами, депутаты, главы поселений, мы все должны сделать для того, чтобы процесс перехода к одноуровневому местному самоуправлению был безболезненным, самое главное, чтобы не привел ни к каким негативным последствиям и в отношении глав поселений, и в отношении депутатов, и самое главное, в отношении местных жителей. Не должно быть ухудшения качества предоставляемых муниципальных услуг. Мое видение здесь заключается в том, что было бы правильным все-таки создать рабочие группы и на районном уровне, и в поселениях, по примеру вот Государственного собрания Илтумен, с тем, чтобы обсудить ситуацию, учесть нюансы нового закона и, самое главное, выработать предложение. Почему это важно? Один этап выработки предложений – это предложения, которые ушли в Государственную Думу для рассмотрения в официальном порядке. Но другой очень важный вариант у нас с вами есть. Это выработать предложения, которые будут учтены в нашем республиканском законе о местном самоуправлении. Это очень важно. То, что вот вы конкретно предлагали оставить единственный способ избрания главы муниципального образования исключительно через выборы, это, я думаю, мы тут или вместе с Петром Николаевичем соберем предложения со всех улусов, будем едины, может быть, в этом варианте, и с тем, чтобы в нашем республиканском законе однозначно был единственный способ избрания глав городских либо муниципальных округов. Дальше. Вот на сегодняшний день ведь наши администрации в поселениях выполняют целый комплекс различных услуг. Надо понимать, что никуда не денется такая услуга, как воинский учет, никуда не денется функция ЗАГСа, никуда не денется функция нотариуса. С учетом вот этих востребованных услуг уже сейчас можно определить, какая хотя бы там минимальная численность работающих должна быть в территориальной администрации. Сейчас уже надо вырабатывать такие предложения и направлять в адрес руководства республики. Дело в том, что какая будет численность работников администрации, работников территориальных органов, естественно, будет и зависеть результативность их работы. И здесь очень важно, как необходимо поступить. Либо численность работающих привязывать к численности населения, по примеру, как у нас расписано в указе президента 1734, либо вырабатывать какие-то новые подходы. Но я уверен, что уже сейчас эту работу необходимо проводить. Кроме того, здесь важно, какая именно структура и в каком статусе будет представлена на территориальном уровне. Ну, одно дело – это город Покровск. Да, эту функцию, может, будет по исторически, как раньше было, управление по городу Покровску. Может быть, у вас есть у самих свой опыт на этот счет, и вам виднее. Что будет в поселке Максоголох? Может, это будет территориальный орган со статусом юридического лица. Ведь уже сегодня надо определяться, какой круг полномочий будет передан территориальному органу. И исходя из этого, заранее, ну скажем так, готовить предложение по статусу, по юридическому статусу территориальных органов. Ну, кстати, про территориальные органы. Очень важно, какой круг вопросов вообще будет выполнять муниципальный округ. Знаете, и вот Дмитрий Александрович говорил о том, что в 32-й статье у нас полномочия разделили на две части. Одни полномочия, так скажем так, основные, неотделяемые, их 27 полномочий. И в части 2 этой статьи перечислены 28 полномочий, которые называются перераспределяемые. Они на сегодняшний день по законопроекту находятся в ведении органов государственной власти. Так вот, здесь может быть подход какой? Что, как нам поступить? Или обрадоваться, что 28 полномочий, важнейших
и очень ответственных, таких как тепло, водоснабжение, водоотведение, пассажирские перевозки и так далее, все это отойдет на уровень органов госвласти республики и органам местного самоуправления, скажем так, по этому поводу расслабиться. Или все-таки вернуть, настаивать на том, чтобы эти 28 полномочий были закреплены законом Республики Саха-Якутия за муниципальными округами. Законодатель здесь предусмотрел, ну скажем, такой персонифицированный подход, якобы изъяты эти полномочия с тем, чтобы с учетом особенностей муниципальных округов кому-то передать полномочия, кому-то не передавать. Ну, по нашему с вами опыту, как мы поступили в отношении сельских поселений, когда наделили сельские поселения наравне с городскими полным перечнем вопросов местного значения, я думаю, здесь точно так же надо настоять на том, чтобы все муниципальные округа, независимо от того, какие у них есть возможности, выполняли полный перечень полномочий из 55 вопросов. Ну, это вопрос такой обсуждаемый, его надо обсуждать. И мне кажется, что правительство республики вообще в этот законопроект не вникали, как-то молчат по процедуре этих 28 полномочий, которые однозначно по закону остаются в ведении органов госвласти. Может быть, правительство будет возражать по закреплению этих полномочий за муниципальными округами. Мы не знаем позицию на этот счет. Но я уверен, что полноценное местное самоуправление будет в том случае, если решает самые важные вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности. Этот пакет должен быть полным в рамках всего перечня, все 55 вопросов. Поэтому, коллеги, если это, скажем так, объединение не произойдет на уровне закона, федерального закона, я думаю, в нашем республиканском законе, а мы же здесь обязательно будем давать перечень вопросов местного значения, то есть перечень полномочий, то в нашем республиканском законе объединить перераспределяемые и коренные полномочия органов местного самоуправления. Ну, хотел бы обратить еще на некоторые, то есть эти вопросы дискуссионные, их надо обсуждать и вырабатывать предложения. Ну, хотел бы обратить еще на некоторые вопросы по законопроекту. Вот статья 25 содержит перечень лиц, замещающих муниципальные должности. У нас определено по законопроекту, что руководители территориальных органов являются лицами, замещающими муниципальные должности. То есть это статус, как сегодняшние главы поселений. Но в 25-й статье, где дается перечень этих должностей, там почему-то отсутствует руководитель территориального органа, и поэтому надо было бы, ну скажем так, если уж в федеральном законе этот перечень не будет дополнен, то обязательно в нашем законе, и у нас же есть закон о статусе, не о статусе, а о реестре лиц, замещающих муниципальные должности и соотношение должностей гос- и муниципальной службы, обязательно должность руководителя территориального органа прописать, что он является лицом, замещающим муниципальную должность. Есть определенные сомнения в части статьи 37, которая дает широчайшие права органам местного самоуправления по исполнению полномочий. Принцип такой, что хотите исполняйте, но на это якобы не требуйте дополнительные деньги. Но эту вольницу все-таки надо было бы привязать к требованиям бюджетного кодекса, который ограничивает возможности муниципальных образований. Если уровень дотации бюджета больше 10%, то какой-то вольницы не может быть, только конкретно перечисленные полномочия, отнесенные к ведению муниципального образования. В статье 36, части 3, еще дальше законодатель увлекся этой процедурой, предусмотрел не просто 12 полномочий, которые могут, надо понимать, если есть деньги в бюджете излишние, но и предоставил право представительному органу определить любые вопросы, которые считают необходимым исполнять, кроме перечисленных в статье 32. Но здесь тоже вот все-таки должны быть как-то озвучены ограничения из бюджетного кодекса. Ну и на одной из встреч я уже говорил о том, что
с этой процедурой придется менять наименование муниципальных городских округов, и предлагаю рассмотреть возможность, может быть, избавиться от закавыченных наименований муниципальных округов. Ну, то есть, потому что закавыченные наименования создают серьезные сложности в прочтениях и при переводе на другие языки. Ну, это вопрос такой для обсуждения. Ну, и хотелось бы, чтобы все-таки мы с вами были готовы к необходимости реализовывать этот закон. И, конечно же, чем больше его перечитываем вдоль и поперек, тем больше возникает либо вопросов, либо понимание, что что-то надо дорабатывать. Я уверен, что депутаты Государственного собрания Илтумен поддержат наши с вами обоснованные предложения, которые можно реализовать в нашем республиканском законе о местном самоуправлении. Спасибо за внимание. Спасибо, Василий Васильевич. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению. У кого есть вопросы, у кого есть выступления, предложения, пожалуйста. У меня есть, да. Я начну. Пожалуйста, Борис Петрович. Доброе утро, уважаемый Дмитрий Александрович, Василий Васильевич. Ну, вы четко, ясно разъяснили, да? Но у меня вопрос, Василий Васильевич, такой будет. Все-таки вы правы, потому что все-таки я, когда меня глава дал поручение, чтобы подготовить вот это новый закон, я и свои представительные органам это рассказывал, этот закон, и главам поселений. Но я считаю, что вот меня очень отрадно, что наши главы, было тогда вот 18 глав, но где-то было 15. Но они все голосовали за одного поддержавшимся. Поддержать этот закон. Ну вот, потому что я понял, да, почему так. Ну, кто-нибудь сказал бы хотя бы, нет, так, нет, такого не было. Но они этот закон поддерживают. Это очень отрадно. Василий Васильевич, все-таки у нас есть такое понятие, вы, ну, как говорится, знаете эту работу нашу. Вот съезд глав. Мы сегодня успеваем или нет привести съезд глав, допустим, до принятия этого закона. Это есть необходимость. Это мой вопрос будет, Василий Васильевич. В основном у нас, я считаю, что вот Дмитрий Александрович правильно сказал, что вот основное вот такое, что у нас сегодня финансирование, допустим, у нас 18 населенных пунктов. В основном сегодня как мы получаем межбюджетный трансфер. Это зарплата главы, специалистов. А вот на развитие, конечно, там в зависимости от населенных. Так есть, но я очень отрадно, то, что у нас, начиная от Чахчура до Исити, допустим, Заречника, у нас все главы хорошо отработали, да, вот, допустим, до уровня. И, наверное, республики так, вообще у нас в социальном плане, да и инфраструктура и так далее, очень большую работу провели, хотя бы денег нет, но в основном здесь, в основном работали, конечно, вот это муниципальный, будем говорить, муниципальная администрация, допустим, Кангалас, да, ну, наши главы будем говорить. И поэтому я хотел бы полномочия. Вы говорите, что вот 17 полномочий, которые вот в федеральном законе, да, я тоже это читал, да, это, вот, допустим, у нас есть такой ПТП, я по простым словам скажу, потому что мы сегодня не можем содержать. А ведь все-таки это нам нужное дело, потому что это социальный взрыв будет, потому что если автобусы не будут ходить. Поэтому лучше надо передать, наверное, как говорим, ну, на республиканском, наверное, полномочиям. Потому что вот такие у нас очень много полномочий, которые мы не можем удерживать и не можем их обеспечить. Да? Вот сегодня мы хотели закрыть ПТП. Это транспорт, который вот автобусный автотранспорт. А сегодня есть волна, потому что сегодня почему закрывают и так далее, и так далее. Вот Новый год, вот я встречаюсь, да, у нас сейчас общественная приемная идет, и многие люди подходят и такие вопросы задают. Поэтому я бы, по вашему, Василий Васильевич, вот 28 полномочий, которые есть, надо передать республике, которые у нас есть, вот это, допустим, которые безденежная она. Или будем говорить, без финансов. Мы работаем.
Ну, и мы работаем, ну, все работают, начиная от главы до и представительного органа. Это у меня будет третий вопрос. Ну вот, Василий Васильевич, ну вы нас учили, ну вас очень много учились, но вы меня, наверное, знаете тоже. Я был сторонником, вот, но вот все-таки двухуровневой системе мы научились. Это теоретически мы очень были подготовлены. Во-первых, переходной период был у нас. Вы нас учили теоретически. Потом мы пошли практики. И сегодня мы выиграли. У нас двухуровневая система показала лучше всех Российской Федерации. А этот закон делается где? В Москве. Вот поэтому, ну, когда говорят одноуровневым, ну, наверное, конечно, может быть, это я поддерживаю, да, но все-таки как-то вот работавшим людям это болезненно для меня. Вот такое. Спасибо. Спасибо, Васильевич. Спасибо. Борис Петрович, ну, очень актуальные вопросы вы поднимаете. Что касается съезда, коллеги, у нас последний перед этим съезд был 30 марта 2019 года. Этот съезд у нас был отчетно выбранный, он проходит раз в 3 года. Мы на съездах, на таких отчетно выбранных, избираем наши руководящие органы. Председателя совета, правление, которое состоит из 50 человек. И в последнем съезде мы избирали исполнительного директора. По уставу эти руководящие органы избираются на 3 года. Поэтому, скажем, провести раньше съезд и сократить полномочия наших должностных лиц мы не имеем права. Нам могут в Минюсте, мы же отчитаемся в Минюсте о проведенном съезде, нам могут сделать серьезное замечание в том, что мы нарушили закон об общественных организациях, где четко сказано, что сроки полномочий определяются уставом, и это требование надо соблюдать. Это одно. Второе, с учетом очень серьезной обстановки с пандемией, оргкомитет, который сейчас возглавляет руководитель администрации Михайлов, по сути, обсуждается вопрос о том, что как бы не пришлось с марта месяца даже на апрель перенести, в надежде, что к тому времени пандемическая ситуация улучшится. Потому что мы съезд должны провести исключительно вживую. Мы не сможем, у нас нет технических возможностей провести съезд в режиме ВКС, только вживую. Для этого надо, чтобы обстановка эпидемиологическая была благоприятная. Поэтому по съезду раньше времени провести никак не можем, и как бы не пришлось перенести на более поздний срок, но съезд обязательно будет, если не в апреле, то в марте месяце. Что касается вот полномочий, которые вы очень правильно говорите, особенно такое затратное полномочие, как предоставление транспортных услуг. Между нами говоря, по сути, эта услуга во всех муниципальных образованиях убыточная. Ну, за исключением, может быть, города Якутска, потому что здесь очень, не сравнить до населения такое громадное количество, когда пассажирские перевозки доходные, это связано с большим количеством перевезенных пассажиров. Вы, скажем, у себя в городе Покровске, как ни старайтесь, вы не найдете столько пассажиров, чтобы каждый рейс автобуса там был полностью загружен и чтобы была, скажем так, положительный баланс от такой деятельности. И повсеместно в Валекминске, в Ленске, везде вынуждены из муниципального бюджета под каким-то предлогом вкладывать приличные деньги с тем, чтобы поддержать автотранспортные предприятия, которые оказывают услуги по пассажирским перевозкам. Поэтому я с вами согласен, поэтому и говорю, что надо все это обсуждать и вырабатывать предложения. Ведь, как я уже сказал, предложения по количеству полномочий, которые будут исполнять городские или муниципальные округа, они будут отражены в нашем республиканском законе. Это наши полномочия республиканские. Как мы здесь посчитаем нужным, так оно и будет. Передать пассажирские перевозки, конечно, можно передать. Никаких проблем не вижу. Я думаю, что Государственное собрание такие предложения поддержит. Коллеги, что касается двухуровневого местного самоуправления, вы очень правы в том, что мы к этому переходу очень готовились.
Даже когда не было еще разговору про 131 закон, а был 154 закон, который предусматривал, в принципе, одноуровневое местное самоуправление, у нас была принята концепция, которая предусматривала, мы ее, кстати, 2 дня обсуждали на научно-практической конференции, вдоль и поперек, все нюансы обсуждали. И в концепции отразили, что на первом этапе мы формируем местное самоуправление в границах улусов районов, а на втором этапе исключительно в поселениях. Ну, как будто как в воду глядели, потому что через год вдруг вносится законопроект, который потом получил номер 131. То есть мы теоретически готовились к двухуровневому местному самоуправлению, потому что эта система, она с советских времен, вы помните все, да, мы еще вот живущие, те, кто в советское время жил и работал, да, помню, что в каждом наследии, в каждом поселке был местный совет, был председатель исполкома, эта система знакома и понятна гражданам. Ну, сегодняшняя, скажем, такая так называемая оптимизация, либо якобы совершенствование системы управления, предусматривающая 2 уровня, ну, мы можем в душе, конечно, крепко повозмущаться, что наши большие, так скажем, интеллектуальные затраты, все, что сделано, все это как будто вот, может быть, не очень востребовано. С другой стороны, вы правильно говорите о том, что опыт, полученный в работе на 2 уровнях, он обязательно будет востребован, он будет применен в жизни каждого гражданина. Даже прошедшие обучение, если они будут там депутатами, либо, ну, скажем, даже в качестве избирателей, они очень хорошо представляют систему власти, систему полномочий представительного органа. Мы за это время, я думаю, подготовили целую армию граждан, которые профессионально владеют знаниями в системе организации местного самоуправления. И это, как говорится, ну, никому не помешает. Поэтому, да, мы вот вместе с вами все делали хорошее дело, повышали уровень квалификации, все делали для того, чтобы осознанно осуществлялись действия, в том числе на поселенческом уровне. И, конечно, была очень серьезная работа проделана в рамках предложений, которые в свое время внес Егор Афанасьевич по выделению денег на благоустройство каждому населенному пункту без конкурса. Это было серьезнейшим толчком в развитии уровня благоустройства. Ну, помните, мы на съезде этот вопрос поднимали, прописали в резолюции, чтобы этот механизм финансирования благоустройства вернуть обратно, но, к сожалению, мы не смогли добиться, и сегодня благоустройство осуществляется на конкурсной основе. Это, по сути, не очень правильно, если так говоря, да, потому что, ну, если где-то глава не смог, не сумел там по конкурсу пробиться, почему жители этого населенного пункта должны пострадать и не чувствовать необходимых элементов благоустройства, там, освещения улиц там, и так далее. Да. То есть благоустройство является все-таки коренным полномочием, и оно должно финансироваться без всякого конкурса. Здесь, кстати, в законопроекте благоустройство значится в основном перечне полномочий, и можно полагать или надеяться, что полномочия по благоустройству будут финансироваться как положено наравне с другими полномочиями, без всяких там конкурсов. Конкурсы, да, наверняка будут там для дополнительных каких-то возможностей финансирования. Ну, спасибо. Спасибо, Василий Васильевич. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы, предложения, пожалуйста. У меня можно, да. Светлана Алексеевна, пожалуйста, депутат районного совета. Здравствуйте. Я хочу сказать вот насчет территориальных администраций. Надо будет, наверное, вот при принятии закона учесть то, что у нас очень большие территории, и взять такое вот, чтобы не по количеству жителей принимали территориальную администрацию, а по размеру территории. Ну, какой вот, например, возьмем у нас, особенно это актуально будет северные улусы, у них, например, очень плохая транспортная инфраструктура, чтобы в расчет бралось не количество жителей в этих регионах, да, районах, а размер территории и транспортная вот связь. И это можно было бы как Дальний Восток даже принять.
вместе отработать с Дальним Востоком, со всеми, чтобы вместе Дальневосточный регион принял при рассмотрении этого закона такой вот закон, ну, вот, исключение для Дальнего Востока, чтобы не по количеству жителей территориальную администрацию организовывать, да, а по размеру территории и по транспортному связи, чтобы учесть вот эти вот нюансы для Дальнего Востока. Очень жалко, что местное самоуправление, которое было вот у нас организовано по населенным пунктам, этого уже не будет. Единственное, вот самое, что меня радовало в этой, можно сказать, новой власти, да, это местное самоуправление, которое население сама себя организовывало, сама принимала свои решения. Это было самое хорошее. И вот это вот сейчас уберут, и у нас опять будет одноуровневая система власти. Ну, может быть, это приведет к тому, что то, что мы хотели вот оптимизацию, да, чтобы меньше было чиновников лишних. Ну, хотя нам медицина показала, оптимизация медицины, да, что при такой системе у нас здравоохранение пострадало, и в результате мы получили за год 1 миллион потеряли, Россия потеряла жителей своих. Мое предложение такое. Спасибо, Светлана Алексеевна. Можно? У кого? Кто? Можно я Да, хотел пожалуйста, бы- Василий Васильевич. Светлана Алексеевна, ну вот я тоже с большой теплотой все-таки вспоминаю период, когда вот осуществлялось местное самоуправление в 2 уровнях. И вы правы в том, чтобы конкретные элементы этого 2-уровневого местного самоуправления было бы правильным сохранить. Ну, к примеру, вот руководителя территориального органа назначает глава округа, да, но видно, и у всех сразу формируется мнение, что глава округа, глядя в потолок, назначит либо там доску преданного человека, либо родственника, еще кого-то. Так давайте демократизируем этот процесс. Я вот в одном из круглых столов предлагал, что может сделать так, что сейчас уже прописать это как полномочия районного совета, чтобы с вами, с депутатами райсовета, глава округа согласовал кандидатуру руководителя территориального округа, органа и внес, может, даже не менее 2 кандидатур. Почему бы не так? Почему бы не провести собрание без сход в селе, в наследие и получить поддержку кандидатуры, которого хочет назначить глава округа? Ну, коллеги, вот не буду много занимать времени, но приведу такой пример. Я в свое время был главой администрации в Камгаласах, ну, до этого 10 лет назад председателем исполкома, и в новое время был руководителем администрации. То есть мэр города Якутска меня назначал в этом поселке руководителем. Он мог бы назначить, глядя в потолок, любого человека, да? Но Борисов Спартак Степанович не пожалел своего времени, поехал, полдня потратил на то, чтобы прошло собрание, встреча с жителями поселка. Полдня там всех жителей перебирали, пока не определились, кого он будет назначать руководителем поселка. Получилось так, что там какие-то были еще технические проблемы. Через 3 месяца он опять приехал и опять проводил, полдня собрание проходило. То есть процедура назначения может быть связана с демократическими процессами, в которых бы участвовали депутаты райсовета, жители конкретного населенного пункта. Это вопросы, которые мы с вами можем прописать в нашем республиканском законе, а впоследствии в уставах муниципальных округов и городских округов. Поэтому давайте не будем отчаиваться. Наш вот опыт, то, что вы говорите, да, что надо бы учитывать мнение населения, давайте мы заложим такие процедуры, чтобы граждане участвовали в формировании вот этого вот, по крайней мере, назначения на должность руководителя территориального органа. Спасибо. Спасибо, Василий Васильевич. Пожалуйста, Николай Андреевич, пожалуйста. Значит, действительно, проектом закона 88 статьей предусмотрено, что в переходный период
То есть с 1 января 2023 года, ну, мы называем сроки, которые предусмотрены в проекте закона, может быть, они изменятся. С 1 января 2023 года при истечении полномочий у, скажем так, районного совета депутатов осуществляется преобразование района в округ. Почему тут так прописано? На сегодняшний день это связано с тем, что сегодня не только у нас в республике, по всей стране действуют районы. А если есть муниципальный район, то обязательно в его составе есть поселения. То есть это официальная двухуровневая система. И для того, чтобы перейти на один уровень, естественно, должен произойти процесс преобразования района в округ. И в законе прописаны, значит, варианты досрочного прекращения полномочий для глав, там, для депутатов и так далее. Это преобразование. Преобразование при этом, надо иметь в виду, осуществляется не просто так, собрались, кого-то куда-то преобразовали. Преобразование района в округ, муниципального района в городской округ, либо наоборот, городского округа в муниципальный, либо процедура разделения. Преобразования любые осуществляются законом Республики Саха-Якутия. Поэтому, когда в переходный период будут истекать полномочия у депутатов районного совета, будет в этот процесс готовиться процедура по преобразованию района в округ. И, конечно же, на этот счет будет действовать закон. Но вы правы, конечно, процедура непростая по упразднению муниципальных образований, которые сегодня у нас созданы в поселениях. Наверняка это будут специально созданные комиссии, потому что связано будет с передачей, перерегистрацией объектов муниципальной собственности и так далее. Это вот мы почему и говорим, что уже сейчас должны работать комиссии и на уровне правительства, должны быть дорожные карты, должна быть четко перечисленная деятельность, которую выполнить должны и органы местного самоуправления, органы госвласти. Ведь даже смена собственника, если сегодня у поселения в собственности какие-то объекты, они должны стать собственностью округа. Даже для этого необходимо выполнить действия, которые, кстати, еще и связаны с материальными затратами по перерегистрации этих объектов. Спасибо. Спасибо. Антон Петрович, у меня такая реплика. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Уважаемые коллеги, вот есть, сейчас вот прозвучало, да, вот боязнь вот, назначения руководителя территориального органа, там, ну, знакомого, брата, свата. Но надо иметь в виду, муниципальный округ это будет в форме казенного учреждения. Кроме того, что этого закона еще есть у нас трудовой кодекс. Соответственно, назначенный руководитель территориального органа, с ним будет заключен трудовой контракт, соответственно, трудовые обязанности. В принципе, там контроль за работой вот назначенного руководителя, вот такой будет очень жесткий. Я тут думаю, чтобы бояться тоже не надо, потому что я как раз Николай Андреевич очень хорошо сказал насчет рабочей группы. И при переходном периоде, когда уже внутренний документ в районе будет, то наверняка надо будет уже это тоже учесть, и уже трудовые обязанности данных вот территориальных руководителей думать об этом. Поэтому по трудовому кодексу, если руководитель не справляется своей задачей, то у нас что, замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. Там вопрос совсем короткий. Поэтому, когда руководитель региона будет работать с главой района, тоже вот такое отношение. И с главы района с главами, ну, назначенным руководителем поселения будет тоже такой же. Поэтому тут, скорее всего, будет ускорение эффективности работы, я вижу. Там двоякое такое. Спасибо. Дмитрий Александрович, спасибо. Уважаемые коллеги, у кого предложения, вопросы? Петр Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, депутаты районного совета Хангаласского улуса, они более подготовлены, потому что хотя бы мы в прошлом году летом дважды к вам выезжали из Якутска, да, Анатолий Петрович, по вашему приглашению, и одна из поездок была посвящена именно по образованию муниципальных округов. Вы не забывайте и не скидывайте со счетов 87-й федеральный закон, где были предложения по организации муниципальных округов.
У нас на сегодняшний день 33 округа, как и муниципальный субъект Российской Федерации, полностью перешли на муниципальные округа. Вот. И сейчас даже вот с первых чисел января месяца, да, текущего года, уже 2022 года, уже ряд субъектов уже начали активно образовываться муниципальные округа в районах. Ну, я думаю, что солидарен выступающими предыдущими ораторами в части того, что при назначении главой будущего муниципального округа руководителя или управляющего территориального органа в отдельно взятом сельском поселении необходимо руководствоваться следующим. В законопроекте написано, что сельское поселение вправе иметь коллегиальный орган. У нас во всех населенных пунктах имеются так называемые ТОСы, тюрбелер. А у нас республика насчитывается их 1229. И данная, как сказать, армия ТОСов имеет тенденцию увеличиваться. В сторону увеличения пойдет. Поэтому необходимо было формировать коллегиальный орган из числа так называемых лидеров общественного мнения. Пусть это могли бы быть даже руководители ТОСов при назначении того или иного кандидата в качестве руководителя территориального органа местного самоуправления. И второй вопрос Василий Васильевич тоже озвучил провести через сито депутатского корпуса будущего муниципального округа при назначении того или иного кандидата в качестве руководителя органа территориального органа местного самоуправления. Сегодня очень бурно обсуждение идет. Уже правительство Российской Федерации свой отзыв уже направило в Государственную Думу. Буквально вчера мы получили пакет предложений и, как сказать, экспертизы со стороны Министерства юстиции Российской Федерации, где четко написано, что они хотят именно видеть в будущем законе по местному самоуправлению, единой системе публичной власти. И я считаю, что очень многие выступают насчет того, что вот словосочетание, вопросы по полномочиям по обеспечению жизнедеятельности населения поменять хотят именно на вопросы местного значения. Вот это в законопроекте необходимо прописать, какая разница в этих понятиях, в терминах, и полностью написать надо было полномочия. Многие, как сказать, теряются, в большей части главы сельских поселений. У нас телефоны все включены, работаем. До сегодняшнего утра люди звонят, пишут, интересуются. И я очень надеюсь, что те главы сельских поселений, у нас их 361 и 48 глав городских поселковых поселений, я больше часто думаю, самые такие рабочие люди, которые могли бы остаться большинством в новом образуемом муниципальном округе. Вопрос еще волнует всех. В этом году предстоят выборы 11 сентября. Буквально вчера мне звонят и спрашивают, будут ли перенесены выборы, тем самым, как сказать, продлить полномочия тех людей, которые в этом году должны переизбраться. Я имел разговор с председателем избиркома нашей республики, прошу прощения, Евгением Николаевичем Федоровым, более 400 выборов в этом году пройдет. 180 глав сельских поселений, 11 глав районов, и 6 представительных органов, по-настоящему говорит, депутаты районного совета должны тоже избираться. Но цена вопроса, конечно, отпугивает. Из бюджета района на эти выборы потребуется где-то около 170 миллионов рублей. И вот буквально на той неделе прозвучал вопрос со стороны одной из ответов работников Госдумы, когда мы обсуждали законопроект. И он сказал, возможно, перенос выборов на следующий год. Вот над этим вопросом, Дмитрий Александрович, я очень прошу, над этим вопросом хорошенько надо подумать в любом случае. А в следующем году 17 глав районов должны переизбраться, более 200 глав сельских поселений и 22 представительных органов районного масштаба. Представляете, какая есть такая? Поэтому над этим предложением хорошенько надо подумать. И еще хочу сказать, успокаивая, как сказать, глав поселений, никто границы менять не собирается, поскольку границы всех муниципальных органов на местах решает именно субъектовый закон, то есть парламент республики, государственное собрание Ултумян, Республика Саха-Якутия. И им возлагается очень большая нагрузка в этой части. В марте, в апреле, мае они должны принимать пакет законопроектов
для все эти решения именно принимаемого законопроекта, который мы сегодняшний день обсуждаем. Поэтому помогите нашим депутатам, да, внесите предложения, отдельные предложения. Сегодня уже пакет предложений достиг уже далеко за 500 предложений. Есть хорошие отдельные предложения. Но вот я думаю, что буквально полученные вчера предложения по законопроекту со стороны Министерства юстиции, они даже предлагают ввести данный закон в действие с 1 января 2024 года. Стоит над этим тоже подумать. Но я думаю, что, Анатолий Петрович, спасибо вам, что организовали такое мероприятие, круглый стол. Мы почти ежедневно принимаем во всех проводимых круглых столах и на федеральном уровне, и республиканском уровне, и в районном уровне. Поэтому предлагайте нам тоже свои предложения в письменном виде, отправляйте. Сегодня-завтра мы направим поступившие, уже во второй пакет формируем, и направим и в Государственную Думу, и в АРМСУ, Всероссийское ассоциацию развития местного самоуправления, и, естественно, наше родное государственное собрание Ултумен Республики Саха-Якутия. У меня все. Спасибо. Спасибо, Петр Николаевич. Спасибо, Петр Николаевич. Уважаемые коллеги, Петр Николаевич Черемкин – это исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциации межмуниципального сотрудничества. Мы действительно очень конструктивно, плодотворно работаем. Вот, согласились участвовать. Мы всегда с ними очень хорошо работаем. Так, уважаемые коллеги, я знаю, что очень много вопросов, особенно на слегах. Не стесняйтесь, задавайте. Вот специально вот эту площадку для обсуждения именно этого самого главного вопроса о реформе местного самоуправления мы организовали. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, может, какие-то предложения есть. Анатолий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Айталина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Айталина Ивановна, глава Маджигарского первого наслега. Вот очень хорошее обсуждение у нас сегодня получилось. И у меня возникают 3 вопроса к нашим старшим коллегам. Первый вопрос. Нам все равно, как главам сельских поселений, необходимо разъяснять всю данную ситуацию, реформу, данный законопроект для наших жителей на доступном для них языке. И самым главным вопросом является смысл, цель и причина принятия, действия данной реформы, в связи с чем это связано, и плюсы, самое главное, для наших жителей. Мы недавно получали разъяснение, какие же плюсы насчет выборы, точнее главы по трудовому договору, тоже хорошо контролировать и так далее. Но какие-то, кроме этого, хотелось бы получить еще более такие хорошие разъяснения, плюсы для наших жителей. Это первый вопрос. Второе. Как предложение, чтобы тоже в протокол сегодняшнего нашего собрания зашло, обсуждали, сколько же вакансий, точнее рабочих мест оставить в наследных администрациях. Все мы понимаем сейчас, и в наследных администрациях все очень загружено, много полномочий, и даже имея такое количество рабочих мест, бывает, что не справляемся. Поэтому хотелось бы предложить, чтобы сохранили именно рабочие места. Причина еще следующая. Очень сложно найти в сельском поселении рабочее место. То есть у нас, если смотрим именно наш наслед, в селе Бугуньяхтахе не имеется никаких производственных и иных предпринимательских рабочих мест, в связи с этим все бюджетные организации. Если у нас самое практически большое количество рабочих мест, 17 человек, и 17, если даже мы понимаем то, что в будущем при принятии этого законопроекта у нас места будут ликвидированы, а это тоже проблема для нашего наслега. Поэтому предлагаем сохранить то количество, которое есть. И третье. Мое предложение следующее. Вот я сама лично за себя говорю о том, что была избрана в 2020 году, и в 2023 году, так как у нас районный совет депутатов
переизбирается, мы уже должны перейти в муниципальный округ. Но мы все понимаем, что законопроект очень стремительно вошел в нашу жизнь, очень много, все срочно, очень много пробелов сейчас будет, и мы будем первыми ласточками. И в связи с этим хотелось бы предложить, чтобы те главы, которые их полномочия даже на слегах, либо не предложить, а хотя бы спросить, что с нами будет. Мы уже в следующей осенью прекращаем свои полномочия, должны уже все дела закончить, либо мы до 2025 года уже дорабатываем. В этом случае как быть? Это решают у нас наши депутаты нашей республики. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Айталина Ивановна. Ага. Анатолий Петрович, я отвечу. Ага, Дмитрий Александрович, пожалуйста. Ага. Да, спасибо, Айталина, вам за очень хорошие вопросы. Вы прямо вот этот глаз даете эти вопросы, и они такие вот, что принесет нашим жителям данный законопроект? Тут одно только, улучшение качества жизни. Вы сами вторым вопросом вот, ответили на первый вопрос. Действительно, все-таки по всей России идет оптимизация вот бюджета. Когда мы бюджетные места, они у нас в нашей республике, это действительно одно из самых то место, где мы получаем заработную плату. По всей России идет такая задача. Вот, оптимизация прошла по образованию, здравоохранению. Там прямо в законе написано, что образование – это когда учитель. Вот у нас же проблема была, когда из системы образования вывели завхоза, вывели поваров, вывели, хотя они тоже работают в школах. В медицине у нас вывели за штаты санитаров, хотя они тоже работают в медицине. Вот эта проблема это висит. И такая же сейчас задача, по-моему, стоит по всей России. Вот, чуть-чуть оптимизировать в органах власти уже. В органах исполнительной власти оно уже прошло. Там даже по выплатам, по пенсиям работающих специалистов госслужбы тоже там прошла очень большая реформа, хотя вот мы это умалчиваем. Сейчас, например, госслужащий получает выплату на пенсию только в том случае, если только уход с работы, когда работает госслужащий. А это, сейчас такого стажа уже не исчисляется. И оно вот в прошлом году вот принято было в части муниципальных служащих у нас. Поэтому вот эта реформа отчасти вот касается такого же. А вот по сохранению штатов работников, вот действительно тоже второй вопрос, там, чтобы мы рассмотрели по территории или по количеству. Это вот как раз мы сейчас должны вносить. Айталина Ивановна, вы прямо вот обоснованно внесите, пожалуйста, вот свои предложения в части вот ваших специалистов. Кто чем занимается, и кто за что отвечает, и прямо это пропорционально на количество или жителей, или территорий, или вот трудозанятости. Это надо очень, нужна будет такая информация для дальнейшего определения нами вот количества сотрудников вот, оставления в территориальном органе. По продлению полномочий работающих глав, вот прямо буквально, опять же, я ссылку сделаю на Павла Владимировича Кашенинникова. Он в своем интервью вот как раз это сказал, что это как раз тот вопрос, который как-то не был рассмотрен. И, скорее всего, он склоняется, что вам будут продлевать полномочия. Я лично сам тоже смотрю в таком виде, когда переходный период есть, глава избран был, у него еще не подходит, срок работы еще не подходит, то он должен доработать. Я лично сам так смотрю. И, скорее всего, это также буду ставить вопрос перед нашим госсобранием, перед рабочей комиссией. Поэтому, скорее всего, у нас по времени мы не успеем, да, вот у кого есть вопрос в письменном виде, вот как Василий Ильич сказал, Петр Николаевич сказал, оно должно дойти до Анатолия Петровича. Я хочу отметить, что наше госсобрание возглавляет очень хороший юрист Алексей Ильич. Он юрист-государственник. Я очень верю, что те вопросы, которые мы примем, и то решение, которое примет наш спикер, будет очень такой детальный, очень такой хороший, грамотный документ выйдет. Поэтому вы действительно, Петр Николаевич, я согласен с вами, но мы тоже постараемся ваше доверие оправдать. Кажется так.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Правильно сказали, уважаемые коллеги, уважаемые главы, депутаты. Если у вас какие-то предложения, в основном предложения конструктивные есть, буквально сегодня надо в письменном виде по электронке мне отправить. Кто, если не успеет сегодня озвучить, допустим, свои предложения. Так, уважаемые коллеги, еще у кого есть вопросы и предложения, пожалуйста, не стесняйтесь. Здравствуйте, участники круглого стола. Надежда Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Я Сосуева Надежда Михайловна, депутат Улусного совета. Хочу задать вопрос или свои предложения. Органы муниципальных образований мы принимали решение по бюджету, устанавливая изменения местных налогов, тарифов муниципальных предприятий, учреждений и иные. А сейчас кто будет полномочия, кем будут определяться? И кто станет содержать, да? Решать вопросы. Основные вопросы учреждений домов, иных учреждений, и которые сейчас прозвучало, Улусный не может содержать автобусы, которые ходят между населенных пунктов, и это самое, кто станет учредителем домов культуры и других учреждений. Вот это. И это самое сейчас остро стоит вопрос содержания собак, и это тоже волнует населенцев, и кто будет за какой закон будет отвечать. Поняли мой вопрос? Надежда Михайловна, спасибо за вопросы. Василий Васильевич, наверное, ответит. Василий Васильевич, пожалуйста. Уважаемая Надежда Михайловна, вы поднимаете действительно очень важные вопросы. Во-первых, процесс перехода от 2 уровней к 1 уровню, он будет не в один день, а расписан по 28 год. Поэтому у каждого сегодняшнего муниципального района своя судьба и свое время, когда осуществится преобразование. Естественно, до преобразования как было 2 уровня, так и будет. Как был бюджет района и бюджеты поселений, так и будет до того момента, когда район не будет преобразован в округ. При преобразовании района в округ, конечно же, те вопросы, которые вы называете, принятие бюджета и так далее, это исключительные полномочия представительного органа округа. И принимая бюджет и учитывая, что в состав округа входят населенные пункты, закон допускает, и так должно быть, что по этим населенным пунктам будут сметы расходов, где будут заложены необходимые средства на содержание территориального органа и, может быть, на другие цели. Поэтому, скажем так, каких-то потрясений в бюджетном процессе не будет, это однозначно. Что касается таких важных полномочий, как вы назвали, начиная даже от регулирования численности бездомных собак, все эти полномочия официально будут полномочиями округа. Но все зависит от того, как я в самом начале говорил, будет зависеть от того, какие функции будет выполнять территориальный орган. Может быть, такие важные вопросы, очень приближенные к населению, будет выполнять этот территориальный орган. Это зависит от того, в уставе округа, какие будут полномочия прописаны в документах самого территориального органа. Наверняка там, по возможности будут где-то переданы важные полномочия, в том числе и с дополнительным финансированием. Значит, в этом случае такой территориальный орган должен быть в статусе юридического лица. Коллеги, обратите внимание, сегодня город Якутск действует, он городской округ, в его состав входят села, поселки, наслега. В каждом из них есть своя администрация, все они в статусе юрлица.
Они выполняют множество самых разных вопросов, в том числе там и вопросы землепользования. Поэтому все зависит от того, как будет сформирована структура конкретного муниципального округа, какие полномочия какому территориальному органу переданы. Это все вопросы регулируются, будут урегулированы на уровне муниципального округа сегодняшнего района. Спасибо. Спасибо, Василий Васильевич. Анатолий Петрович, в качестве информации, глава Хангаласского района Олег Валерьевич Иринеев включен в рабочую группу по взаимодействию с Государственным собранием Ултумен Республики Саха-Якутия именно по данному законопроекту. Поэтому Олег Валерьевич тоже, самое, как сказать, можете написать, он в оперативном порядке будет доставлять рабочую группу. Рабочую группу возглавляет руководитель администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Михайлов Георгий Николаевич. Ага, хорошо. Петр Николаевич. Уважаемые коллеги, у кого есть выступления, предложения, может быть, вопросы? Анатолий Петрович, здорово. Здравствуйте. Кешкель Гунович, пожалуйста. Бұл төгірік оскол кіттілақтыра. Дегеттон бұл нәхелек бітігерді. Әме депутаттар бұдың әтті, оннаттон общественный терили олықта жоннар бұдың кітті осайна мұннақ терителәті біт. Оннаттон үлтімен депутаттарға біле әти келдер бітбіт. Әти ипіп біт. Оннаттон бұл республиканская законға әтилер бітін келдер бітбіт. Ол тұғы қолыбыра бігі дубляж күрдік оңырба пұллақ бітті. Анатолий Петрович анаққа. Қолыбыра бігі үлтімен депутаттар бітер ұйттақ бітті. Оны қос-қос ұйпат невет ол әтилер бітін. Кешкел Нергунович тоқтен етемін. Ол Михаил Тақытына бұл бүйіңі төгірік остол төмігінен протоколына оңырын баран кейбет предложениялары оңырын бұл ұйтық біттен әппетем. Оттан ұйпа пылақына ұйтыманы. Мен просто бәғат көрі үтер болады. Мен олсай ұлу садыттан бүйіңі кейбет предложениялары төмен ұйтық бұлла. Дмитрий Александрович, как раз зампредседатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Также Петр Николаевич Тахавитыхпыт, Имбиль Барабыт Тохпут Кеновлади. Вот он эти киллерарны колбура каз биддин элек манна коллегалар бу палар булды. Каз биддин элек кеме муннак оңорон баран эме бу курду форматтах төгүрү гостол нехиле кийинен оңорон барангыт колбура Үлтімен депутаттар нөңі үлеләңі қолуыры бейонды күммікпіт. Үлтімен депутаттар бітін әмет өкірі көстілген рамбыт кәпсетәмет. Онны кейлбіт әтейлер бітін барытын бұл депутаттар бітер тексер бітпет. Онны қолуыры механизмнан атын нәхелектер қолуыры үлелі қытын шөптен. Отча онны бұл білейін кейлбіт вопростар харазы онны рытылдан баран нәхелектерден прямой баралар болды. Онны бұдан түрген болды деген қайын. Кескел Нургун Ула. Мана объективно Тимяка Анатолий Петрович не берег, потому что был горок вопрос-то кайлар, бир вопрос-то. Олен был улус бывардамар, он сахалам барнитета. Кос, потому что века блин, нелегатен был тайнак вопрос-то киренда. Он блин улус вообще только мне баран надо. Тимяка улуска Тимяка Анатолий Петрович комитет вопрос-то гудан кадхайры. Мы сегодня же пригласили депутатов районного совета, наших депутатов наследных, также народных депутатов. Вот на этом уровне у нас наследные советы, председатели половины являются главами наследников. И вы на своем уровне тоже то, что проводите, круглые столы, это отрадно. Мы на своем уровне проводим. И как это тоже проводим рассмотрение, обсуждение этого. И сделаем один общий документ и предоставим Государственное собрание Ултумен. Допустим, у вас же есть наследный совет, да? Они-то тоже могут свои предложения включить. Так же, Каскель Григорьевич?
Так, уважаемые коллеги, у кого есть вопросы, предложения, пожалуйста. Егор Васильевич поднял руки, пожалуйста. Здравствуйте. Можно, да? Илья, да? Гиллер, ага. Здравствуйте, товарищи коллеги, участники круглого стола. Я хотел бы спросить, много вопросов, наверное, переходной период, да, вот этих вопросов. Закон очень такой объемный. Рабочая группа у нас создалась в УЛУСе, вот именно по переходному периоду, о котором сейчас говорили. УЛУСка создалась, нет, рабочая группа именно по переходу. Вопрос у меня такой. Бар. Спасибо. Бар, да? Бар. Риняя вот твердик, то хакирер он риняя туга бар. Вот бегер мен бар. Хорошо, хорошо, спасибо. Кто у нас еще руку тут в чате подняли? Айфон Юрий написано. Это кто? Айфон Юрий. Руку поднял. Слышно меня, да? Юрий Дмитриевич, наверное. Да, это я, Анатолий Петрович. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. Включите видео, пожалуйста, вас не видно. Включил вроде. Вот для, давай. Слушаем вас. Да, вот перешли, как я понял, вопросы закончились, перешли к выступлениям же, вот, да? Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Предложение. Да. И вот он в начале, когда Василий Васильевич сказал, Василий Васильевич у нас, как можно сказать, отец двухуровневого самоуправления в республике. Я 4 созыва работаю, и он постоянно вел было, да, самоуправление вот это. Везде все вопросы решались. Я не соглашусь с мнением, что там какие-то похороны виндены, да, самоуправление. Это, мне кажется, очередной этап просто развития было. Почему день? Мы к нему давно же шли. Это когда у нас государство создавалось только, это всегда, когда трудные времена, начальный период, всегда же тохтулар. Это технология такая была. Все разбивает до самого последнего уровня, до самого мелкого уровня было. И дают нам возможность самим посмотреть изнутри день, что это такое. Да, и у нас получилось так, что... Слышно, да, меня? Анатолий Петрович, слышно, да? Да, вас прекрасно слышно, Юрий Дмитриевич. А там эхо какое-то просто. Да, и немножко сбился. У нас сначала до самого, можно сказать, у нас же самое административное, территориальное деление самое маленькое, это же у нас наслега же. Власть дали до уровня наслегов. И по мере развития государства у нас потихоньку же, например, за последние годы же мы у наслегов, можно сказать, отобрали, землеустроителей забрали, бухгалтеров забрали. То есть потихоньку уже полномочия район уже забирал. Уже эта работа шла заранее, да. Уже сигналы были, что будет опять обратная централизация власти. Да, со стороны демократии и так далее, это, конечно, как будто ущемление куртук. Но мне кажется, тут он даже плюс есть в том плане, что у нас прекратятся эта череда многочисленных выборов, которые у нас происходят постоянно, выборы. Это, во-первых, отвлечение всех, во-вторых, финансы, в-третьих, сами же знаете, из-за выборов там народ настраивается друг на друга. Это как бы так уже получается, ничего не сделаешь с этим. Это каждый за своего кандидата там. Ага. В этом плане, мне кажется, это, оздоровит ситуацию. Ага. Плюс то, что, да, усиляется централь власти. У нас сейчас, да, монополия – это всегда плохо. Ага. Как бы не говорили бы тут наши представители правящей нашей партии, что там это лучше, хорошо и так далее. Это в итоге-то, конечно, минус тоже есть. Минусы тоже в этом есть, да. Сильная централизация власти всегда это плохо, да. Но надежда на эти все равно депутаты же будут выбраны в муниципальное образование. Уже не
районные депутаты, а муниципальное образование, получается, депутаты будут Хангаласский улус, как там будем называться. И да, сейчас по количеству, мне кажется, вот можно внести предложение по увеличению количества депутатов, потому что представительство в данном случае, если вот депутатов наследков не будет, у нас же будут уже только депутаты района, и вот каждый наследник, чтобы хотя бы, ну или там группа наследков как-то продумать это, я не знаю, это как сейчас пока будет выглядеть, но мы уже можем по закону увеличить, по проекту закона количество депутатов. Там же написано, ну, мы подходим не менее 20 денежек, а следующая строка не менее 30. То есть, мне кажется, от 20 до 30 там разрешается, ну, вот в этом интервале увеличить. То есть, если сейчас у нас 25 депутатов, то мы можем сделать 30 даже. И даже эти 5 депутатов, конечно, это технически, как мы будем работать, не знаю, да. Но представительство каждых наследков, мне кажется, надо увеличивать. И даже вот переход, ну, там спорно, конечно, это тоже все будем решать. Более, мне кажется, одномандатных больше надо делать. Это же соотношение мы, наверное, будем смотреть. Да. Ну, чтобы человек, каждый наследник, грубо говоря, имел представительство в районном, это не в районе, а в Совете депутатов муниципального образования. Ну, а так, я думаю, это развитие, да, мне кажется, это в будущем скажется плюс. Да, и вот как Светлана Анатольевна Алексеевна сказала, что вот уменьшение чиновников, ну, это тоже плюс, мне кажется. А в общем, должно произойти было, да? Ага. Все-таки у нас развитие, это самое главное, сейчас же у нас вот государство уходит из экономики же. И на первый план у нас выходит развитие бизнеса было. Это и главы наследков у нас, к сожалению, вот за эти 20 лет не смогли развить бизнес сильно. Так, чтобы, ну, они были такие самостоятельные наследка. Регламент у нас скоро заканчивается, наш этот... Да, хорошо, ага. Все на этом. Вот мое предложение вот увеличивать количество депутатов муниципального образования, ну, сколько закон позволяет, а максимально использовать вот эту возможность. Так, уважаемые коллеги, у нас время еще сколько, 12 минут осталось в нашем времени, поэтому кто еще... Николай Павлович. Николай Павлович, пожалуйста, депутат районного совета. Здравствуйте, уважаемые коллеги и представители. Анатолий Петрович, сегодняшний круглый стол очень важный. Данные реформы и каждому депутату, руководителю и главы. Особенно я хочу на адрес нашего председателя Анатолия Петровича, да, такие важные вопросы, которые проводят, организуют такие связи с населением и общественниками, депутатами, это очень важно. И она вот до сегодняшнего дня доказывает. Поэтому в сегодняшнем разговоре я подготовил 2 вопроса. Ну, у меня мои вопросы были исчерпаны от информации нашего уважаемого депутата Александра, то есть Дмитрия Александровича и Василия Васильевича. Поэтому я свой вопрос остановил. Так, ну, наш депутат Дмитрий Александрович очень профессионально, очень деловито и законодательно, очень хорошо информировал. Его опыт, его каждым годом возрастает. Вот так что я очень надеюсь, вот нашего пожелания, наши ответы, и вот которые мы включили свои вопросы, он перед Ильтуменом просто будет настаивать конкретно и реально и морально. Поэтому я надеюсь. Так что в этом деле, вот, которым по и реформа самоуправления, в общем, я
коснусь одним вопросом. Вот, допустим, избирание депутатов округа. Ну, конечно, этот Юрий Дмитриевич сказал, что он частично останавливается на этом. Я думаю, здесь надо нам одномандатников, а также с партийной списки. Все-таки демократическое общество должно быть на основе своей конкуренции в политической партии, должен разрабатывать свою сдержанность. Поэтому на все эти вопросы я удовлетворен, согласен. И Анатолий Петрович, спасибо, дальнейших ваших успехов. Все, спасибо. Спасибо, Николай Павлович. Так, уважаемые коллеги, у нас осталось 7 минут. Кто хочет выступить или вопросы с предложениями. Еще раз говорю, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты и главы, да, если у вас не успели свои предложения сказать, сегодня в течение дня, пожалуйста, направьте на электронку. Мы сформулируем, согласно вот этого протокола, сформулируем те предложения, которые сегодня поступают, да, централизованно напишем и отправим в Государственное собрание УТМН Дмитрию Александровичу Семенову. Аркадий Анатольевич у нас, да? Наш народный депутат. Может, что-нибудь скажете, пожелаете? Коллеги, добрый день. Добрый день, Аркадий Анатольевич. Анатолий Ильич, спасибо, что пригласили. Очень хорошее мероприятие. Но на самом деле данный законопроект я как член Государственного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, мы с Дмитрием Александровичем и другими коллегами обсуждаем на всевозможных площадках. Хочу сказать единственное, что наша основная задача ни в коем случае не позволить тому, чтобы уровень жизни наших жителей в наследях в связи с вступлением данного закона в силу не изменился. Поэтому здесь, уверяю вас, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ничего подобного не случилось. Конечно, закон нужно обсуждать, он обсуждается, и я уверен, что в течение времени совместно и с вами, уважаемые коллеги, и с Государственной Думой Российской Федерации все те изменения, которые предложения по внесению изменений будут услышаны, и закон будет принят и доработан. Спасибо. Спасибо, Аркадий Анатольевич. Уважаемые коллеги, у нас время заканчивается, да, нашего ВКС, к сожалению. Наверное, завершаем, да. Сегодня мы рассмотрели, обсудили очень важный законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Это реформа местного самоуправления. Благодарю всех наших коллег за активное участие и те предложения, которые поступят сегодня в ходе, которые мы обсуждали в ходе круглого стола, мы сформулируем и отправим в Государственное собрание ИЛТУМЭН. Всем... Можно поблагодарить Николая Павловича за оценку и пожалуйста. за доверие. Николай Павлович, спасибо за оценку, за доверие. Действительно будем работать. Юрий Дмитриевич очень хорошо поднял вопрос. Я хочу отметить производственник, беспроизводственник. Действительно, вот по количеству депутатов это тот вопрос, который поднимали Техтушкин наслед. Действительно, нам в районе надо подумать, чтобы в округе был каждый наслед представлен депутатом. Это, наверное, решаете на местах вы. А то, чтобы по партийной системе или по одномандатной, это тоже, по-моему, закон позволяет там уже на местах решать. А предложение ваше надо тоже сформировать как отдельное, Юрий Дмитриевич. Лучше вот это насчет именно вот по наследам и по вопрос партийной системы или там одномандатной. Партийную систему у нас в государстве никто не отменял, Николай Павлович, так что не беспокойтесь. Спасибо.
Все, да. Спасибо вам, Дмитрий Александрович, Аркадий Анатольевич, Петр Николаевич, Василий Васильевич, что нашли время и сегодня выступили, также ответили на наши все вопросы. Конечно, мы учтем все наши предложения. Встречный вопрос, Дмитрий Александрович, у вас в Государственном собрании Илтумен как представили? Половина по смешанному, да? Половина по партийным спискам, половина по одномандатным. Так понимаю, да? На данный момент, да. Сейчас 50% у нас в следующем году, да, в следующем году у вас будут выборы в Государственном собрании Илтумен, в том числе. Там как планируете? Ну, сейчас я на это ответить не могу. Сейчас как раз идет работа по новому закону, который принят, да, по идее, есть, мы можем и по посланию главы мы можем пойти. Глава же там конкретно сказал, профессиональный парламент. Или оставляем как есть. У нас вот в рамках вот этих двух предложений. На самом деле пока такого вопроса у нас еще, вопрос такой еще не стоял перед парламентом. А так в этих, наверное, работа идет. И предложение есть. Да, я вот насчет... Мы в свое время, наш районный совет депутатов работал по одномандатному. Я в 2008 года депутат, я там избирался по одномандатному. Тоже работало 25 депутатов. И по округам, допустим, Южные Наследие 1 депутат, Самартай 2 депутата, Эркяне там 3 депутата. Вот так вот было. Но тут тоже и основные... Много улусов по смешанным тоже, да? И последнего 2 созыва работаем по смешанному, как Государственное собрание Илтумен, и большинство улусов тоже по смешанному, где дается возможность тоже партийным, у нас же партии еще такие работают, дается возможность тоже участвовать на выборах партийным списком. Я думаю, это правильно. Ну, хорошо. Всем еще раз большое спасибо. Василий Васильевич, слово просит. Желаю всем... Василий Васильевич. Поднимает. Василий Васильевич, пожалуйста. С вашего позволения, всего в 2 словах. Самая лучшая избирательная система – это одномандатные округа. Но законодательство определенным образом изменилось. Если вы сегодня разобьете территорию улуса по одномандатным округам, вы можете их применить при условии, если в районном центре у вас будет не более чем 2/5 от общего количества депутатов, то есть не больше 20%. Если вы в эту норму не вписываетесь, на вас действует другое требование. Если депутатов 20 или более, то не менее 50% мандатов вы должны отдать политическим партиям. Но это для сведения. Большое спасибо за приглашение пообщаться. Очень рад этому общению. К сожалению, хоть и заочно, вот так, но очень рад. Удачи всем и благополучия. Спасибо организаторам. Спасибо вам, Василий Васильевич. Еще кто-то хочет сказать, а то я сейчас завершу и это... Есть еще наши гости? Нету, да? Ну ладно, я всем здоровья желаю. Берегите себя и чтобы благополучной, плодотворной работы. Рад всех видеть, пообщаться. Спасибо. До встречи. Удачи всем. До свидания. Завершаем работу.